Здесь зерна, выращенные на полях села Дюбся, что в Усть-Алданском районе, и пригородного поселка Маган превращают во вкусный хлеб. Хотя принято считать, что якутская пшеница не годится для приготовления ключевого продукта. Все дело в низком уровне клейковины. Но благодаря этой технологии проблема решается. Процесс начинается с того, что мы зерно моем, а потом ставим в такие емкости, где поддерживаем определенную температуру. Через 2 суток вот зерно как раз таки набухает до такого состояния, что маленький росток пробивается, и зерно можно раздавить. И здесь выходит такой вот мякоть. Затем пророщенная пшеница или рожь проходит процесс диспергирования. Проще говоря, ее тонко измельчают. Добавив закваску, полученную массу уже замешивают и выкладывают в специальную форму. Масса одной буханки 350 граммов. Учеными доказано, в день содержится столько же клетчатки, сколько и в 5 килограммах яблока. Кроме полезных свойств для организма человека, хлеб из пророщенной пшеницы может стать полезным и для экономики региона. Ежегодно Якутия потребляет больше 40 тысяч тонн хлеба. Согласно данным Минсельхоза, объемы изготовления снижаются год от года. Наблюдается и сокращение числа пекарен в сельской местности, где бизнес нерентабелен. По мнению экспертов, одна из причин – рост цен на муку, особенно за последние 2 года. Пекарня Федора Курчатова выпускает 9 наименований продуктов. Суточные объемы – 500 буханок хлеба. Впрочем, предприниматель уже в следующем году планирует закупать весь объем пшеницы у маганских и усть-алданских фермеров. В дальнейшем мы планируем взять кредит и открыть уже промышленное производство, когда будем производить там 2-3 тысячи хлеба в день. Тогда уже хлеб, конечно, будет доступный. Сейчас мы его по 100 рублей продаем, а станет он рублей по 50. За полгода работы предприятие уже получило признание на российском уровне. Этой осенью продукция из Якутии удостоилась серебряной медали агропромышленной выставки «Золотая осень». Пока оценить вкусовые качества хлеба могут жители столицы и Амгинского района. Абсолютно весь хлеб пользуется спросом. Чаще всего уходит тот, который рекомендован Институтом питания для диабетчиков. Хочу сказать, что молодежь сейчас очень продвинутая насчет здорового питания. Приходит очень много молодежи. Стоимость пшеницы и ржи почти в 1,5 раза дешевле муки. Закупка местного сырья положительно сказывается на материальное положение обеих сторон. При правильном подходе хлеб из проросших зерен может стать выгодным делом. А вот и заключительный этап. Готовый хлеб из якутской, хочется подчеркнуть, пшеницы. В планах у предпринимателей изготовление замороженных полуфабрикатов, которые останется только допечь. Тогда здоровая продукция станет доступна для всех жителей республики. Айна Внакурова, Денис Попов, Вести, Якутск.